Всем привет, друзья! Сәлеметсіз сіздер Бүгін шоколадное печенье дайын буламыз. Сегодня будем вот такие готовить шоколадные печенья. Не забудьте подписаться на мой канал, нажать на колокольчик. Если вам нравятся мои видео, оставлять комментарии. Какие вкусные! Добавляем 180 грамм сливочного маргарина, либо сливочного масла. Хорошенько взбиваем миксером до бела. Добавляем 180 грамм сахара и продолжаем взбивать. Взбиваем, пока масло не будет пышным и белым. Взбиваем на средней скорости. Добавляем одно яйцо и продолжаем взбивать. У меня очень большое яйцо, 70 грамм. Вы можете добавить 2 яйца, если хотите. Ну, думаю, одного достаточно. Муку я заранее просеяла и приготовила. Добавила туда 3 чайные ложки крахмала, 1 чайную ложку разрыхлителя и пол чайной ложки соды. Сюда же добавляю 3 полных чайные ложки какао. Тщательно все перемешиваю лопаточкой. Не забываем щепотку соли добавить туда же. И в нашу взбитую массу масла, сахара и яйца отправляем всю нашу муку и замешиваем вот такое вот тесто. Я его отправила в холодильник на пару часов и уже вытащила его с холодильника. И делаю из него вот такие кружочки. У меня получилось приблизительно каждый шарик где-то 45-50 грамм. Получилось у меня ровно 20 штук на противне. Пергамент не обязательно стелить, потому что они получаются не липкие. Накатала 20 шариков. Ну, друзья, если вам нравятся мои видео, мои рецепты, как я готовлю, пожалуйста, нажмите на колокольчик, пока я катаю шарики. Не забудьте подписаться, оставить комментарий, поделиться своими рецептами. Я также попробую с вами их приготовить. Спасибо большое за просмотр. А пока мы катаем шарики, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы приблизительно были они одинаковыми. Но все равно где-то получились какие-то чуть больше, чуть меньше. Если вы готовите для себя, для дома, в принципе, разницы нету. Каждый шарик у меня приблизительно получился от 40 до 50 грамм, по-разному. Из моего теста получилось ровно 20 штук, 1 лист. В разогретую духовку на 170 градусов отправляю на 15-20 минут. Посыпала немножко сахарной пудрой. Но можно было посыпать, оказывается, после того, как выпекутся. Ну, я вот так вот попробовала. Вот они, наши печеньки, готовы. Такие потрескавшиеся, красивые, мягкие, ароматные. Просто обалденно вкусные. Обязательно попробуйте приготовить, угостить своих гостей. Моим детям очень-очень понравилось.
Это просто очень вкусные печенья. Даже если они полежат у вас и высохнут, затвердеют, вы размакиваете их в молоке или в чае и кушаете, и они все равно остаются очень вкусными. Детям очень понравилось, они в восторге, довольны и просят еще приготовить. Можно также приготовить их разных цветов, добавить немножко желтого цвета, либо красного, и также приготовить их разноцветными. Пока-пока.